Меня зовут Айнас. Сегодня у нас в гостях легенда, но вы все узнаете чуть позже. Я на этой программе уже третий раз и думаю, что сегодняшний гость будет такой же интересный, как и остальные. Я прочитала у нашей сегодняшней гости, у него очень тяжелая судьба. Мне бы хотелось узнать его получше. Сегодня у нас очень крутой и сильный по духу гость. Его зовут Рустам Набиев, и я буду задавать ему такие же крутые вопросы. Вы какого-нибудь вопроса боитесь? Ну, на самом деле, наверное, нет. Тут главное быть в правде с самим собой, когда ты отвечаешь на это, и искренним. Ребята, всем привет. Очень приятно сегодня быть у вас в гостях. Ну что, рассказывайте, как у вас дела? Здравствуйте, Рустам Ильгизович. Меня зовут Амина, и я сразу же хочу вас ознакомить с правилами нашей программы. Мы задаем вопросы, вы на них даете ответы. В конце вас ждет сюрприз. Вы можете забрать один из понравившихся портретов вам в подарок. Скажите, как вам лучше обращаться? По имени-отчеству или по имени, но на «вы»? Просто Рустам. Можно дядя Рустам? Как вам удобно? Спасибо. Меня зовут Даниэль, и я бы хотел задать вам очень интересный вопрос. Давай. Как вы относитесь к самоиронии? К самоиронии? Ой, вообще прекрасно. Это же юмор, это в какой-то степени я его перевожу даже в черный юмор. Человек, который находится в таком состоянии, как я, например, и человек, который может над собой как-то там посмеяться, как-то в шутку переводить какие-то вещи, да, я считаю, что это очень сильно. Меня зовут Айнас. Вы первый человек, который покорил на руках горные вершины мира. Как вы преодолели страх? Очень хороший вопрос на самом деле, потому что я конкретно очень сильно боюсь высоты. То есть не то, чтобы там горы — это какая-то там зона опасности повышенная, да, то есть это еще то место, где преобладает то, что я больше всего боюсь в этой жизни. Я очень сильно боюсь высоты. Но при этом, как бы вот даже, наверное, мой пример, он показывает то, что можно достигать своих каких-то целей, которые лежат через твой страх. Страх, возможно, в какой-то степени даже нельзя его победить, но я считаю, что со страхом можно как-то договориться, понять для себя, что с ним можно работать. Я помимо гор даже еще прыгаю с парашютом, например. Поэтому я в какой-то степени, наверное, уже с ним подружился. Я знаю это чувство, я знаю, что оно где-то вот здесь есть, но при этом я знаю, что я могу вот со страхом как-то вот совладать. Здравствуйте, Рустам. Меня зовут Камила, и я бы хотела вас спросить, что вас вдохновляет? Что меня вдохновляет? Вообще, если прям не думать, не уходить куда-то далеко, то меня очень сильно вдохновляет моя жизнь. В принципе, просто то, что она вот есть у меня на самом деле. Объясню почему. Вот когда со мной случилась вот эта ситуация в армии, да, когда вот обрушилась казарма, я там мог тоже умереть. После того, как меня вытащили из-под завалов, у меня потом дважды останавливалось сердце. Это называется клиническая смерть. Вот. И, по сути, я мог 3 раза умереть. И поэтому, наверное, почему меня вот эта жизнь вдохновляет, наверное, потому что я знаю цену этой жизни, какой ценой она мне досталась, через какие вот эти испытания жизненные. И поэтому для меня это большое вдохновение просто просыпаться, знаете, вот каждый день утром и понимать, что у тебя целый день для того, чтобы сделать какие-то добрые дела. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось у вас спросить, какой самый главный урок вам удалось вынести из своего детства? Я вырос без мамы, без папы, в семье у тети. И нас с самого детства учили быть самостоятельными. Нас тетя всегда как-то заставляла работать там, по дому, по хозяйству. Все мои друзья играют, а я дома там работаю. Я тогда этого не понимал и понял, наверное, только вот сейчас, когда уже стал таким осознанным, взрослым, что тетя хотела нас просто вот научить вот этой жизни, например, если что-то в жизни случается, чтобы ты мог быть самостоятельным, что ни от кого не зависеть. Например, даже в моем положении сейчас от кого-то зависеть, это на самом деле очень тяжело. Поэтому у меня есть даже такой девиз, такой свойский, пожизненный. Он короткий, называется, звучит так: «Я сам».
Я вот сколько себя помню, я там, наверное, с 5-6 лет уже там как-то учился готовить. Мы сами стирали вещи, там сами убирались, мыли полы. Но я был самый младший, и мне доставались какие-то девчачьи, наверное, какие-то обязанности. Что необычное случалось с вами в детстве? У меня в детстве был такой случай. Мы в семье росли 4 пацана. И в какой-то момент я в семье остался один, потому что братья уехали кто в армию, кто на учебу. И в деревне мы остались только с тетей вдвоем. И у нас было большое хозяйство. И надо же было как-то прокормить это хозяйство, там, сено, да, привозить, там, косить все это. Я помню, что я зимой один ездил куда-то далеко-далеко в поле. Еще тогда были кролики, зайцы. Штук, наверное, 75 я, наверное, выращивал. Я очень любил. И надо было их тоже вот кормить, короче. Я ездил куда-то далеко-далеко в поле, где вот сток сена был. Большое такое. С мешками, получается. И в один момент, я когда вот туда дошел, это была глубокая ночь, наверное, часа 2-3 часа ночи. Председатель колхоза, он как раз обход делал ночной, и меня поймал в это время. Потом на следующий день меня в школе, получается, отвели к директору. И мне было настолько стыдно тогда, то есть первый раз в моей жизни такое случилось, чтобы меня как-то там ругали, отчитывали. И причем тогда в школе попасть к директору, это было, это страшно было. Это, наверное, сейчас в школах особо так серьезно не воспринимают, но раньше, если ты попадал к директору, это было... потом тебя ругали, могли поругать очень сильно дома. Поэтому, вот такой яркий, наверное, такой запоминающийся момент, когда мне было, наверное, страшно. Да. После того, как ваша жизнь разделилась на до и после, поменялись ли ваши планы на жизнь? Планы, наверное, в какой-то степени и остались, но поменялась, наверное, их последовательность. То есть, что до вот этой ситуации с казармой, да, когда вот я потерял там обе ноги, что уже после, у меня была одна цель — быть счастливым, создать семью, большую семью. Потому что, как я уже сказал ранее, у меня мама умерла, когда я был маленький, папа нас не растил тогда, мы у тети жили, росли. И поэтому мне вот то, чего мне на самом деле сильно не хватало, я как раз-таки и хотел реализовать в своей жизни. То есть дать вот эту любовь своим детям, которую я, например, в какой-то степени не получил вот в своей семье. Понятно, что после вот этой ситуации, конечно, жизнь кардинально поменялась. То, что я хотел, например, сделать, то в какой-то степени тоже нельзя было осуществить условно, да, то есть с моими возможностями, с моей травмой. Поэтому... Но зато появились другие цели. Например, до трагедии, так скажем, я даже никогда бы не подумал, что я буду подниматься в горы. То есть для меня это было что-то очень далекое, прям недосягаемое в какой-то, наверное, степени. И вот получается, после этой ситуации я не только как бы хожу в горы, но и при этом поднимаюсь туда на одних руках, являюсь рекордсменом книги рекордов Гиннесса, то есть рекордсменом мира. Поэтому я считаю, что это классно, то, что когда ты теряешь что-то одно, но при этом ты получаешь еще что-то большее, получаешь другие возможности. Была ли у вас опасная для жизни ситуация, когда вы находились в горах? Но такие ситуации были, да. Один раз вот я, например, когда поднимался на Эльбрус, это был самый первый раз, мы поднимались по склону к скалам Пастухова. Это, довольно-таки такой крутой участок. И в один момент я оттуда сорвался по склону. И я бы, наверное, пролетел бы очень далеко, если бы вот не страховка, которая была. Вот именно она меня, наверное, спасла, чтобы вот я дальше не улетел вниз. Но тогда я очень сильно испугался, да, потому что ты летишь с большой скоростью по склону и никак не можешь остановиться, потому что зарубиться не можешь ледорубами, потому что все скользко, все во льду. Повезло, что меня поймали с этой веревкой. Тогда было страшно, да. Когда вы поняли, что подниматься в горы — это ваше? Когда первый раз поднялся на Эльбрус, вот там был такой момент, я когда поднимался, я себе слово дал, что я больше никогда в горы не приду. Я столько там раз плакал от того, что мне тяжело, я говорю, я больше никогда сюда не вернусь. Потом зашел, все, спустился, прошло сколько там, буквально чуть меньше года.
приехал снова на Эльбрус для того, чтобы подняться на ее восточную вершину. Ну, то есть именно как раз-таки, когда после первого восхождения прошло, наверное, пару месяцев, я понял, что это же про меня. То есть это про Рустама Набиева, который вот про действие, про преодоление, про веру в себя, про силу духа. Это вот как раз-таки все там выходит, все показывается. А я же знаю, что все эти качества-то как раз-таки про меня были. И я понял, что именно эти качества, они открылись как раз-таки во время восхождения. И я понял, что восхождения, они раскрывают меня как личности, наверное. Вот про того Рустама Набиева, которого вот сейчас все знают. Но тогда-то я об этом себя таким не знал. И вот как раз-таки горы, наверное, помогли мне найти вот этого Рустама в своей жизни. Поэтому вот я вот тогда понял, что горы — это мое. Я конкретно очень сильно боюсь высоты. Страх, возможно, в какой-то степени даже нельзя его победить. Но я считаю, что со страхом можно как-то договориться, понять для себя, что с ним можно работать. Я помимо гор даже еще прыгаю с парашютом, например. Поэтому я в какой-то степени, наверное, уже с ним подружился. Я знаю это чувство, я знаю, что оно где-то вот здесь есть, но при этом я знаю, что я могу вот со страхом как-то вот совладать. Давай. Откуда вы берете всю эту силу воли? Всю эту силу, наверное, опять же, от желания жить, то есть желание как можно насытить вот эту жизнь яркими какими-то красками, вот, какими-то яркими событиями, там, поездками, путешествиями, действиями, добрыми делами. То есть все это вдохновляет. Когда у тебя день проходит не зря, как бы не впустую, да, без каких-то дел, то ты сам от этого вдохновляешься. Круто то, что я, например, могу вдохновлять людей, быть для кого-то кумиром. Это же тоже дает силы. Многие восхищаются вами и вашими поступками. А кем восхищаетесь вы? Честно, у меня нету какого-то прям кумира, человека, которым бы я восхищался. Вот такого человека у меня нет. Но у меня был такой человек из книги. Я вот когда лежал в реанимации в военном госпитале, прочитал первый раз в своей жизни книгу, которая называется «Повесть о настоящем человеке». Как раз-таки рассказывается про Алексея Моресьева, который в годы Великой Отечественной войны разбился на самолете. Он тогда обморозил обе ноги, у него ноги были пострадавшие, да, сильно, травмы были. И вот он 2 недели прорывался через зимнюю тайгу к нашим, получается. И вот человек на своем реальном примере для меня показал, что даже после такого случая можно продолжать жить. И вот как раз-таки Алексей Моресьев, он не бросил свое дело, то есть он не перестал летать, прошел реабилитацию, встал на протезы. И тогда еще были деревянные протезы, не такие, как которые сейчас я использую, например, да. На деревянные протезы встал и продолжил летать на самолете. То есть это герой Советского Союза, и я считаю, что что это человек, который вдохновил меня тогда в реанимации на то, чтобы просто не потерять вот эту веру в самого себя, что вот это вот не конец, что вот с этим дальше можно жить. И вот этот человек показал мне вот этот пример. Я могу сказать, что да, Алексей Моресьев является для меня кумиром на сегодняшний день. Спасибо за ответ. Вот. Когда вы начали вести свой влог? Свой блог в социальных сетях я начал вести в 2017 году, когда у нас родилась София, это наша первая дочка. Я помню все еще, как я ехал за ней, забирать ее с роддома. Я купил там цветы, получается, я был на протезах, и на капоте на своей машины написал «Еду за дочкой». И сфотографировался, и потом выложил это в социальные сети. И после вот этой фотографии, я помню, пошел большой поток людей, которые начали подписываться, начали как-то комментировать, писать. И я понял, что, оказывается, моя жизнь кому-то интересна. И еще при том, что очень многие люди узнали в этой фотографии человека, который когда-то выжил под обрушением казармы. И люди начали просто подписываться и следить за моей жизнью. Их стало настолько много, что на сегодняшний день практически 2 миллиона человек. Вас легко обидеть? Сейчас нет. Раньше, наверное, можно было легко как-то, потому что я, во-первых, очень такой тонкий, сентиментальный человек. И могу как-то
все близко воспринимать к сердцу, но жизненный опыт научил, что нужно держать себя стойко, не поддаваться вот этим каким-то провокациям со стороны, да, то есть каким-то словам. Понятно, что люди будут говорить. Главное, что все это не воспринимать к самому себе, просто продолжить делать то, что ты делаешь. Вот. Сейчас, наверное, очень сложно как-то обидеть. Но, опять же, если постараться, можно сделать все, но лучше этого не делать. Чем пахнет ваше детство? Чем пахнет мое детство? Вот сейчас услышал вопрос, и у меня сразу картинки в голове пошли такие, что я пасу гусят где-то на лугу, и я помню все еще вот этот запах. У меня тетя готовила картофельное пюре там с гуляшом, и гусят же нельзя было оставлять. То есть мы их пасли, наверное, с утра до вечера. И вот потом тетя нам приносила еду, и я вот помню все еще вот этот запах вот этой картошки, гуляша прям. И было классно, запах вот этой травы, то, что ты там сидишь, везде природа, вот эти желтые гусята. Вот сразу что-то вот это вот приходит. И запах хлеба из печи. Какова ваша сильная сторона? В каких-то критических ситуациях оставаться, наверное, хладнокровным, не поддаваться панике, то есть чтобы на холодную голову оценивать ситуацию. На одном из интервью был задан такой вопрос: остаетесь ли вы до сих пор патриотом? Вы сказали, что да, но ваше мнение на этот счет поменялось. Каково ваше мнение сейчас? Я не скажу, что, конечно, мое мнение поменялось насчет патриотизма к своей родине. И сегодня являюсь патриотом своей страны. Но то, что вот со мной произошло, да, как бы это, наверное, оставило какой-то отпечаток, наверное, такой серый. Но при этом как бы я не перестал после этого как-то не любить свою страну. Нет, я считаю, что я и сегодня являюсь патриотом. И даже, не дай бог, конечно, чтобы такого когда-то происходило, но если вдруг случится такое, что нужно будет защищать свою страну, то даже я, наверное, пойду, потому что, опять же, вот отсутствие ног — это не освобождает тебя от этого. Я сам десантник, есть такая у нас фраза: «Сбили с ног, сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай». Это, наверное, вот не можешь идти лежа, да, как бы можно защищать, наверное, страну. В этом плане вот я вот 100% могу сказать, что я являюсь патриотом своей страны. И для меня это очень важно. Тем более в такое время, когда страну нужно прям поддерживать. После травмы у вас были тревоги, что некоторые близкие от вас отвернутся? Да, такие переживания были у меня. Наверное, они у всех бывают. Но вообще был страх, то, что ты в таком состоянии никому не нужен, наверное. Вот. То, что ты можешь остаться один, что ты обуза для своей семьи, там, что от тебя могут отвернуться друзья, какие-то твои близкие. Но знаете, вот, честно скажу, никто от меня не отворачивался. Вот после вот этой ситуации, что со мной произошло, никто не отвернулся от меня, а наоборот, этих людей стало гораздо больше. Спасибо за ответ. Сталкивались ли вы с негативом в социальных сетях? Да, конечно, да. С негативом сталкивался, и, наверное, сталкиваюсь с ними по сей день. С течением какого-то времени ты все равно учишься к ним как-то реагировать, относиться правильно. Как я уже говорил раньше, я все эти слова, вот весь этот негатив, который, возможно, был, я воспринимал очень близко к сердцу, да, близко к самому себе. А сейчас я просто понимаю для себя, что это не про меня, это, наверное, про тех людей самих же, кто это пишет. Поэтому близко к сердцу сейчас не воспринимаем. С каким автомобилем вы себя ассоциируете? Интересный вопрос. Никогда не задумывался даже, с каким автомобилем. Ну, наверное, Range Rover. Не знаю почему. Ну, то, что пришло в голову. Наверное, потому что это моя любимая марка машины. Какую суперсилу вы хотите? Какую суперсилу я бы хотела иметь? Наверное, иметь возможность
я не знаю, можно ли считать это за суперсилу, но чтобы было как можно больше возможностей помогать людям, наверное. Я сейчас сам очень много занимаюсь и благотворительностью, и стараюсь помогать людям просто так. Но понятно, что не всегда хватает возможности на это. И вот было бы классно иметь такую возможность, вот так вот щелкнуть пальцем и всем помочь. Было бы классно. Спасибо большое за такой прекрасный ответ. Вы часто нуждаетесь в любви близких? Ну, я думаю, да, совру, если скажу нет. Но я считаю, любовь — это то, что мы можем дать безвозмездно, то, что мы можем дать просто так. И любовь близких, конечно же, она очень нужна, потому что она же тебя все равно и как-то поддерживает, и дает какой-то стимул, мотивацию, вдохновение. Вот. И я вот как-то слышал такую фразу: в этом мире мы никому ничего не должны, кроме любви. Я согласен с этим. Я вот когда лежал в реанимации в военном госпитале, когда вот после обрушения казармы, прочитал первый раз в своей жизни книгу, которая называется «Повесть о настоящем человеке». Я могу сказать, что да, Алексей Моресьев является для меня кумиром на сегодняшний день. Вдохновил меня тогда в реанимации на то, чтобы просто не потерять вот эту веру в самого себя, что вот это вот не конец, что вот с этим дальше можно жить. Когда вы познакомились со своей будущей супругой? Мы с ней выросли в одной деревне, мы ходили в один детский сад, ходили в одну школу. Есть такое выражение: настоящая любовь начинается с дружбой. Вот у нас с Индирой прям точно так же было. А потом вот эти дружеские отношения как-то переросли в любовь, что ли, и все. Я влюбился в один момент. И я понял, что я люблю этого человека. Трудно ли было признаться своей супруге? В любви? Да. Наверное, да, потому что я тогда, я все еще помню, как я очень сильно стеснялся. Вот, прям вот выдавливал из себя, там говорил: ну уже скажи, что ты ее любишь. Вот сам себя уговаривал. Я-то ее первый полюбил, а она меня полюбила только через 3 года. Поэтому мне пришлось 3 года жить в безответной любви, так скажем. Вот. А потом она тоже поняла для себя, что она меня тоже как-то любит, наверное, что я ей нравлюсь. И вот потом в 2011 году только мы начали встречаться. А до этого я ее один любил. Она меня тогда не любила. Вот. Ну, я спрашиваю Индиру, я говорю: а почему ты вот сразу как-то... Ну, говорит: не знаю, ты, говорит, мне не нравился. Вот. Спасибо за ответ. Какие эмоции вы испытывали во время свадьбы? Ух ты. Ну, было для меня большое счастье, потому что вот когда случилась со мной вот эта вот ситуация, я очень боялся, что я смогу, или не то, что я смогу, а то, что со мной останется моя девушка. Индира тогда была моей девушкой, мы встречались 5 лет. Я очень боялся, что вот когда со мной произошла вот эта ситуация, она меня бросит. И боялся, что я не смогу на ней жениться. Вот. И когда вот случилось это событие, когда мы все-таки поженились, когда у нас состоялась свадьба, я был очень счастлив. Я был счастлив, потому что те страхи, которые у меня были, они просто рассеялись. То есть страх того, что я не смогу жениться на своей любимой девушке, он развеялся. И когда вот мы в ЗАГСе стояли, когда каждый из нас сказал «да», что я готов стать женой, готов стать мужем, ну, для меня это был очень такой волнительный, трогательный момент. И при том, что это был для меня очень серьезный шаг на самом деле, потому что я же понимал, что я беру на себя очень большую ответственность. Тогда это для меня было еще неким таким большим стимулом, чтобы я больше работал, чтобы я взял себя в руки, чтобы я там не плакался, не ныл, там, не жаловался, а прям
боролся и шел вперед. Вот это вот было, наверное, в этом. Спасибо за ответ. Давай. Какой совет вы бы хотели получить от своих родителей? От своих родителей какой бы совет я хотел получить? Сейчас моих родителей в живых уже нет, но вот когда папа жил, он советов мне не давал, но он давал мне вот всегда настрой. И, наверное, вот сейчас конкретно я бы не хотел бы, наверное, что-то получить, потому что я это уже получил, вот этот урок, да, вот этот совет, опыт от своего отца. Вот это вот качество тоже вот в критических ситуациях оставаться вот с холодной головой, да, все вот трезво оценивать, это вот, наверное, от отца мне передалось. Потому что отец мне вот показал, что бы ни случилось, нужно всегда верить в то, что ты сможешь из этого выйти. И вот даже я вот помню, когда вот случилась вот трагедия, да, вот это обрушение казармы, папа стоял в реанимации, я вот когда очнулся из комы, он мне постоянно говорил, типа, сынок, все будет нормально, все будет нормально. А я тогда не верил, что будет все нормально. Но папа задал тогда вот этот настрой, и он заставил меня в это поверить. И это, наверное, самое важное, то, что мне отец дал, после жизни, конечно же, да, вот это вот качество и веру, что бы ни случилось, все будет нормально. Я считаю, что для меня это очень важная вещь в моей жизни. Какой ваш любимый семейный праздник? Наверное, Новый год, потому что Новый год – это же семейный праздник. В особенности он мне в этом году понравился, когда к нам приехали родители Индиры, получается, мои близкие. Я понял, что мы так давно не собирались вместе, и это классная возможность, классный повод просто собраться всем вместе и побыть семьей. Вот я вот только в этом году, наверное, первый раз вот это смог прочувствовать, когда вот с родителями вместе. Какой у вас был самый счастливый день в жизни? Счастливый день моей жизни. Наверное, когда родилась дочка. Я помню, я Индиру отвез в роддом, это был час ночи, потом приехал домой. Индира меня разбудила звонком телефонным где-то в 8:30 утра и говорит, типа, ты стал папой. Я тогда еще не совсем осознал, что мне сейчас сказали. Потом так посидел, лег, засунул голову в подушку и прям так сильно-сильно кричал. От счастья, конечно же. Я был очень рад, что у нас родилась девочка. И я очень хотел, чтобы у нас первая родилась девочка. Я не знаю почему, но я мечтал об этом. И вот этот день, когда моя такая мечта сбылась, наверное, одна из самых таких главных, потому что, опять же, это касается семейных ценностей. И я был очень счастлив в этот момент. Сколько у вас детей и как их зовут? А сейчас у нас 2 дочерей. Старшую зовут София, ей 6 лет. А младшую зовут Амина, так же, как и вас. И ей 4 года. Как вы, ребята, называете своих дочерей? Ну, я иногда девочек называю кошечками, котятами там, своими там. Софию называю Софочкой, Аминка Витаминка. Ну, по-разному, это, наверное, от ситуации зависит. А так очень много различных у них имен. Я их иногда даже называю дитозаврами. Вот. А как к жене вы обращаетесь? И она как к вам? Традиционно, как у большинства, мы называем друг друга мотором. Вот. Иногда я жену называю каракатицей. Я не знаю почему. То есть это тоже вот откуда-то вот появилось вот это вот слово. Меня даже иногда дети спрашивают, типа, папа, а почему ты маму называешь каракатицей? Я говорю, я не знаю. Просто каракатица. Вот. Я не знаю, откуда появилось это слово. Но оно как-то прижилось, и иногда вот Индиру называю каракатицей. Да, самому смешно стало. Перед тем, как родилась первая дочь, был ли у вас страх, что не получится ее воспитать?
Страх был в другом, в том, что смогу ли я, наверное, вот в таком положении быть отцом, который сможет дать все своему ребенку. Ребенок, получается, когда она повзрослеет, как она будет относиться к своему отцу, потому что она же будет видеть, что ее отец не такой, как у других. То есть у нее могут появиться какие-то вопросы, там, да. То есть, возможно, ну, бывают дети, которые даже могут стесняться такого, что у них папа такой. Но, слава богу, как бы мы детям даем правильное воспитание, правильные ценности, что для них это вообще не проблема. Они в какой-то степени даже гордятся, что у них папа такой. Вот когда я, например, надеваю протезы, они вообще говорят там своим подружкам, друзьям, то, что у нас папа с железными ногами. То есть для них это вот гордость, вот так, вот как, типа как железный человек, папа у нас как робот вот такой. Ну, я ни разу не замечал вот сейчас, что у старшей, что у младшей, чтобы они как-то вот относились к этому. То есть для них это норма. То есть они понимают, что в жизни бывают люди, что с руками, что без рук, что с ногами, что без ног. То есть бывают люди с инвалидностью, бывают люди на инвалидных колясках. То есть нету такого, что у них в представлении только, что есть только вот такие люди, которых они привыкли видеть в привычной жизни, что есть еще бывают такие. И я рад, что у них правильное отношение к таким людям. А какие бы слова вы сейчас хотели сказать своим родителям? Во-первых, самое главное, я бы их поблагодарил за то, что они родили меня на свет, что они подарили мне эту жизнь. И наверное, самое главное, хотел бы им сказать, что я их очень-очень сильно люблю. Почему? Потому что я этого никогда им не говорил. Ну, по понятным причинам маме не говорил, потому что мама у меня умерла, когда мне было всего лишь 1 год, чуть больше 1 года. А папе не говорил, потому что у нас с папой были тяжелые отношения, тяжелые взаимоотношения. И я его любил, но вот словами никогда не говорил. И вот если бы была такая возможность, я бы им, обоим своим родителям сказал бы, что я их очень сильно люблю. И, наверное, попросил бы прощения, что у отца, наверное, что я этого никогда ему не говорил. Я сам отец, и для любого родителя очень приятно слышать, когда ребенок благодарен и когда ребенок любит своих родителей, несмотря ни на что. Для них самое главное, что у них есть просто родители. Вот есть, какие они есть. И они за это их любят. Просто за то, что они есть. Вы любите фотографироваться? Очень. Да. Тогда давайте сделаем фотографию. Давай, с большим удовольствием. Давайте. Я-то ее первый полюбил, а она меня полюбила только через 3 года. И когда вот мы в ЗАГСе стояли, когда каждый из нас сказал «да», что я готов стать женой, готов стать мужем, тогда это для меня было еще неким таким большим стимулом, чтобы я больше работал, чтобы я взял себя в руки, чтобы я там не плакался, не ныл, там, не жаловался, а прям боролся и шел вперед. А вот знаете, у многих людей некоторые вещи ассоциируются с цветами, поэтому я бы хотела задать вопрос, какого для вас цвета счастье? Ну, я считаю, что счастье, оно разноцветное, и поэтому, наверное, оно больше радужных цветов, наверное. Потому что жизнь же, она такая сочная, яркая, и, наверное, похожа в какой-то степени на радугу. Я думаю, что счастье выглядит как радуга. Мы благодарим вас за то, что вы посетили эту программу и приглашаем вас посмотреть наши работы. Ой, с большим удовольствием. Мне прям интересно, что получилось у вас. Мне кажется, что Рустам Набиев очень искренне отвечал на все наши вопросы. На портрете я просто изобразила его в черно-белом варианте, карандашами, и сделала несложный фон из гор. Так. Ух ты. Сзади горы. Красиво. Меня определенно вдохновила судьба Рустама Набиева. На портрете мне хотелось отобразить все самые приятные впечатления от сегодняшнего героя. Ну, прям мужчина ты мне сделал. Спасибо большое. А что не так, на самом деле? Нет, все так.
Ну, такой серьезный, да, сосредоточенный. Наверное, в какой-то степени я и есть такой в жизни, да. Мне очень понравилось рисовать и пообщаться с Рустемом Набиевым. Он очень приятный человек, с ним можно поговорить на любые темы, он очень открытый. Спасибо большое. Это вам спасибо. А здесь я какой? Веселый, ну вот, как я вас увидела, Угу. мне показалось то, что вы добрый и очень открытый человек. Спасибо большое. Спасибо. Я был очень рад увидеть в реальности такого великого человека. И надеюсь, что он сможет исполнить все свои мечты и достичь целей. Ну, я тут прям очень-очень серьезный, да? Да. Я здесь как будто злой, нет? Нет? Добрый? Тут, наверное, я собираюсь куда-то в горы пойти, наверное. Да. Готовлюсь, наверное, морально, да? Да. Круто. Молодец. А мне понравилось то, как он сочетает в себе и, возможно, доброту, и силу воли, и, самое главное, большое желание жить. Ух ты. Круто. Круто. Спасибо. Вау. Красиво. Мне показалось, что вы очень добрый, поэтому я постаралась это выразить. Вы прям даже ямочки мои сделали. Да. Как классно. Очень красиво, когда улыбаетесь. Спасибо большое. Мне понравилась его тяга к жизни и желание не сдаваться. Меня это очень вдохновило. А можно я ваш портрет заберу? С радостью. Мне ямочки понравились. Прям вообще классно. Спасибо большое. Ух ты. Спасибо большое. Не за что. Вот. Такой результат получился. На самом деле хочу сказать ребятам большое спасибо за это времяпровождение, за эти вопросы. Мне было очень интересно на них отвечать. Было интересно даже в какой-то степени смотреть вашу реакцию. Поэтому огромное спасибо. Я вам желаю творческих успехов, чтобы у вас в жизни все получалось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Вы отвечали искренне? Конечно, конечно. А я считаю, здесь искренне не ответить не получается, потому что дети тоже такие чистые, искренние, и ты все равно как бы подхватываешь их же энергию, и в потоке как бы ты с ними как бы в единое целое как будто бы.